Наш эфир продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Исполнилось 27 лет со дня образования Государственной службы охраны Республики Абхазия. В Сухуме прошли торжественные мероприятия, посвященные дню рождения ГСО, в которых принял участие президент Рауль Хаджимба. Подробности в репортаже Налы Ковы. Структура Государственной службы охраны Республики Абхазия была создана в сложные военные годы, когда вопрос безопасности руководства страны во главе с первым президентом Владиславом Ардзинба был особенно актуален. Изначально была создана структура в виде отдела охраны государственной безопасности Абхазии. Нормативное оформление служба получила в июне 1992 года. В первый состав ГСО вошли ребята, которые были рядом с Владиславом Григорьевичем Ардзинба всю войну. Они не жалели себя и не боялись опасности, сказал президент Рауль Хаджимба, поздравляя сотрудников и ветеранов службы. Я хорошо помню, когда во время войны охранять президента страны это было важно. Но многие для себя приняли решение, что нужно им быть в окопах. И многие ребята, оставив эту службу, она была достаточно важной и почетной, и не менее опасной. Но ребята посчитали, что нужно быть в окопах. И ушли они в окопах. И погибали. Возле 14-й школы стоит памятник моему соседу, моему младшему брату. Хватский отбор. И таковых много. Эти ребята не сдались. И они остались истинными патриотами нашей страны. Было трудно после войны в Галском районе. И таковых ребят много. Ребят, которые защищали не только нас, тех, кого охранять нужно здесь, вот первых лиц. Они защищали территорию, они защищали наш покой. И поэтому вечная слава нашим героям. Пока мы их помним, мы с вами будем жить, будут жить будущие поколения. А тем, кто сегодня служит, молодым ребятам, ветеранам нашим, родителям наших ребят погибших, я пожелаю мира, добра, и чтобы никогда на нашей земле больше не звучали и не громыхали пушки. ГСО является структурой, силами которой обеспечивается безопасность высших должностных лиц республики, а также различные мероприятия международного уровня. 27-летие со дня образования ГСО Абхазии – важная веха в истории страны. Для обеспечения безопасности председателя Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба был создан отдел охраны из числа старших офицеров КГБ Абхазии Жулева Владимира и Бгамба Виталия. Для усиления отдела охраны из состава МВД Абхазской ССР были откомандированы Кишмарян Мираб Борисович, Кчач Алмазбей Иванович, Чкок Кочубей Георгиевич, Чапагу Анатолий Шаликович, Цукба Вактанг Вжаня Руслан. Первыми водителями-охранниками председателя Верховного Совета были Каджая Соса Ясонович, Квирая Беслан Борисович и Логуа Алик. В рамках торжественного заседания ветераны Государственной службы охраны были награждены медалями за победу, за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Служу Республике Абхазия. После торжественного заседания сотрудники ГСО возложили цветы к мемориалу Владислава Ардзинба и отдали дань памяти первому президенту страны. Налы Ковы, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. 14 июня председатель Союза журналистов Абхазии, генеральный директор телеканала Абаза ТВ, член Общественной палаты, кавалер ордена Ахзапша III степени Руслан Хашик отмечает юбилей. С 60-летием Руслана Хашик поздравил президент Рауль Хаджимба. Многолетней плодотворной профессиональной деятельностью вы внесли значительный вклад в развитие журналистики Республики Абхазия. Под вашим руководством независимый телеканал Абаза ТВ уже больше 10 лет представляет широкой аудитории современный, качественный и оперативный информационный продукт, отметил в своем поздравлении глава государства. Одним из важнейших направлений вашей деятельности является воспитание и профессиональное обучение молодых кадров отечественной журналистики. Следует отметить также активную работу возглавляемого вами Союза журналистов, направленную в том числе и на укрепление сотрудничества с зарубежными коллегами, подчеркнул президент.
Среди тех, кто первыми поздравил Руслана Мкановича, была и наша съемочная группа. Смотрите репортаж Гугуцы Варданя. Ответственный, полный неиссякаемой жизненной энергии и творческих идей человек, настоящий профессионал своего дела, талантливый журналист, чьи репортажи известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Такие слова и многочисленные поздравления от друзей и коллег звучат сегодня в адрес Руслана Хашик. Вклад Руслана Мкановича в историю и развитие абхазской журналистики невозможно переоценить. Руслан Хашик родился в селе Хуап Гудаутского района, окончил филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, а затем перевелся на факультет журналистики МГУ. Сразу после окончания высшего учебного заведения он посвятил все свое время любимому делу. Уже с 1990 года он работает главным редактором, а затем и директором студии абхазского телевидения. В разные годы сотрудничал и с российскими телеканалами, работая внештатным корреспондентом дирекции информационных программ Первого канала Останкино, затем с обкором ОРТ в Абхазии и НТВ. Его журналистская деятельность началась очень рано. Особым периодом профессиональной деятельности стали тяжелые военные годы. Руслан Хашик вместе со своими товарищами и коллегами был в числе тех, кто во время Отечественной войны народа Абхазии, прорывая информационную блокаду, подавал в мир оперативную и правдивую информацию. 24 сентября в 16 часов начинается закрытое заседание сессии Российской Федерации. По повестке дня предусмотрено обсуждение вопроса о ситуации на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии. Руслану Мкановичу и его коллегам удалось не только сохранить национальное телевидение, но и сделать его мощнейшим оружием информационной борьбы. Он делал все, чтобы максимально больше информации распространить не только по странам СНГ, но и за рубежом, чтобы знали, что такое Абхазия и что здесь происходит. Вот. И на самом деле можно сказать, что это признают и грузины, что информационная война была выиграна нашей стороной. И во многом благодаря абхазскому телевидению, и лично заслуга Руслана Мкановича в этом велика. Я хочу поздравить своего друга, коллегу Руслана Мкановича с юбилеем, пожелать ему здоровья, творческой работы. Он достаточно активен, и я думаю, что много еще впереди. Журналистика – это моя жизнь, это не просто профессия, это призвание, так говорит о деле своей жизни юбиляр. Он всегда там, где требует профессии, и, как он признался нам шутя, никогда не мог позволить себе такой роскоши, как выключить телефон. Опубликует свои статьи Руслан Мканович еще со школьной скамьи. Еще до получения профессии, еще до завершения учебы в Московском государственном университете, я со школьной скамьи, как говорят, писал, пробовал писать, описывал те или иные события, начинал с самого малого. Это начиналось с журнала, детского журнала «Амцебс», потом газета «Пснокапш». И я тогда не думал и не допускал мысли, что я там действительно пойду по журналистике и пойду получать образование. Я не рассматривал, по большому счету, такой проект. К большому сожалению, профессия обязывает всегда быть. Это не тот режим работы, когда ты в 9 часов пришел на работу, в 6 часов у тебя закончился рабочий день. Я не помню, если говорить о последних годах, чтобы я отключал на ночь телефон, мобильный телефон. Я не могу себе позволить такую роскошь, потому что я журналист. В стране может быть, в мире может быть, что угодно может произойти, я всегда должен быть доступным. После Отечественной войны народа Абхазии с 1998 по 2003 годы Руслан Хашик возглавляет пресс-службу первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. В 2007 году им при поддержке бизнесмена Беслана Бутба был создан телеканал Абаза ТВ, который не только удержался в информационном пространстве страны, но и завоевал сердца многих зрителей. Молодые креативные
репортеры телеканала с энтузиазмом работают под руководством Руслана Хашик и стараются не только оперативно и качественно преподнести информацию, но и сделать свою продукцию интересной и разнообразной. Учитель, наставник, человек, который играет важную роль в нашей жизни. Так тепло сегодня отзываются молодые журналисты о Руслане Мкановиче. Мне кажется, в жизни человека есть определенные важные этапы, которые с ним случаются. Все мы помним нашего первого учителя, все мы помним нашего первого руководителя в институте. И первый шеф на работе – это тоже очень важно. Тот человек, к которому ты попадаешь, оказавшись во взрослой жизни. Я считаю, что мне безумно повезло. Это был какой-то лотерейный билет, когда первый коллектив, в который я попала, это был коллектив АБЗ ТВ. Он сочетает в себе какие-то уникальные качества, но самое главное, что он делает, он этим всем делится с нами. И на самом деле Мканович сделал что-то большее, чем телекомпанию. Он создал фабрику по производству хороших людей. Он воспитывает здесь людей. Он воспитывает в каждом из нас человека, и все те его человеческие качества, которые он несет в мир, в первую очередь он приносит сюда, в наши монтажные, в наши души, умы, сердца. Без его руководства вот этого коллектива как такового бы за все эти годы не сложилось. Потому как я, вот, делая такое небольшое отступление, могу сравнить, сделать параллель, коллектив сравнить с механизмом. Довольно сложный механизм, в котором каждый человек должен показать себя с лучшей стороны. Но ведь у каждого из нас есть разные стороны. В чем-то мы сильны, в чем-то слабы. Руководитель, он должен найти в каждом лучшую сторону. При этом так сгруппировать всех, чтобы мы все вместе взаимодействовали, показывая хороший результат, иногда лучший результат. И вот в этом Руслан Мканович за все эти годы для нас показатель. Для каждого члена коллектива мы в этом преуспели, и я думаю, еще много лет сможем работать под его руководством, чего мы очень сильно хотим. Свой день рождения Руслан Хашик празднует в кругу друзей и коллег, а вечером дома его ждет семья, которой он посвящает все свободное от профессии время. Мы присоединяемся к поздравлениям коллег и друзей Руслана Мкановича и желаем ему долгих лет жизни и новых творческих задумок. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. С 1 января по 10 июня Новоафонскую пещеру посетили 37 600 человек. С началом курортного сезона туристический объект перешел практически на ежедневный режим работы. Для улучшения качества обслуживания туристов в административном здании пещеры произведены ремонтные работы, а в самой пещере проведены профилактические работы. Алика Тарапш узнавала, насколько одна из главных достопримечательностей Абхазии готова к приему большого количества туристов. Знаменитая на весь мир Новоафонская пещера в разгар курортного сезона является одним из самых посещаемых объектов в Абхазии. С 1 января по 10 июня ее посетили 37 600 человек. Это количество заметно увеличится в разгар сезона. Чтобы попасть в пещеру, необходимо приобрести билеты в холле административного здания. Туристов, желающих увидеть удивительное подземное царство, здесь немало. Очень много наслышаны о том, что как там здорово, как красиво. Поэтому приехали сами и все-таки решили посидеть. Мы уже были в том году, посещали пещеру. Нам она очень понравилась. И под впечатлением мы вот своих друзей пригласили сюда. Стоит отметить, что экскурсионные группы проходят в пещеру через каждые 20 минут. В холле, где ожидают поезд, скапливается большое количество людей. И на протяжении многих лет это создавало массу неудобств как работникам пещеры, так и туристам. Поэтому дирекция Новоафонской пещеры решила построить новый просторный холл, в котором созданы все условия для комфортного ожидания. Раньше народ скапливался внутри, в холле, людям просто нечем было дышать, и поэтому решили делать вход с той стороны. Как бы уже много лет вход был с другой стороны, но он был не совсем комфортный, там был узкий проход, и тоже скопление народов было тяжело. И сам процесс просто с одной стороны заходят, с другой стороны выходят, очень удобно. В ближайшее время мы откроем вход комфортный, и мы установили там банковские терминалы, новая касса.
Экскурсии в Новоафонскую пещеру проходят комфортно и безопасно. Людей в подземный мир доставляют на электропоезде, приобретенном несколько лет назад в Риге, который полностью соответствует современным нормам безопасности и эргономики. Из-за своих нестандартных размеров, а это узкая колея железнодорожного пути и низкие своды пещерного тоннеля, такого рода транспорт создан в единственном экземпляре, специально для Новоафонской пещеры. 3 минуты езды, и перед взорами туристов открывается таинственный и прекрасный мир подземного царства. Каждый год перед началом курортного сезона в пещере проводят профилактические работы, проверяют дорожки, по которым ходят туристы, при необходимости меняют перила. Несколько лет назад было заменено освещение. Прежние лампы нагревали воздух, из-за чего могла повыситься допустимая в пещере температура, и могли погибнуть различные организмы, живущие здесь. Кроме того, дирекция пещеры установила камеры видеонаблюдения в каждом зале карстовой полости. Сотрудники природного объекта тщательно следят за тем, чтобы был сохранен здешний уникальный микроклимат. Задача нашего отдела – это, наблюдение за данными, микроклиматическими пещеры и отбор проб для дальнейших исследований. Чтобы вести какие-то изыскательные работы, нужен материал. Вот этот материал мы тут и добываем. Это начало всего мониторинга. Температура воздуха в пещере колеблется от 13 до 14 градусов, так как в пещере происходит постоянный обмен с внешней средой. Для сохранения уникального микроклимата в карстовой полости здесь соблюдаются все необходимые предписания экологов. Колебания температуры в пещере значительно сглажены по сравнению с наружным воздухом. И существуют специальные протоколы для того, чтобы обеспечить минимальное воздействие внешней среды на пещерную атмосферу. Как, например, те, кто бывали в пещере, знают, что когда заходит группа, за ними закрывается дверь, и затем открывается следующая. Это шлюз, который обеспечивает недоступ воздуха снаружи через штольни внутрь пещеры. Это одна часть протокола, инструкции, по которой проводятся мероприятия. Другая часть – это неиспользование ламп накаливания для того, чтобы также снизить количество тепла, которое попадает в пещеру. Другой момент – это какое количество людей посещает пещеру одновременно. Там тоже существуют свои нормативы, которые не превышают 350 человек одновременного присутствия внутри пещеры. В принципе, все эти нормативы там сохраняются. По зимнему графику Новоафонская пещера работала 4 дня в неделю – вторник, среду, четверг и в выходные дни. Но по просьбе туристических фирм пещера была открыта для посещения и в пятницу. А уже с 17 июня Новоафонская пещера перейдет на летний график и будет открыта каждый день. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В рамках 15-й республиканской спартакиады школьников состоялись соревнования по традиционной стрельбе из лука. Данный вид состязания был включен в спартакиаду 3 года назад. Соревнования, которые прошли в селе Нижняя Шера на территории Гума-Арашта, посетили президент Рауль Хаджимба, министр образования и науки Адугур Какоба. Репортаж Саида Джарсали. Вот уже 3-й год подряд в республиканскую спартакиаду школьников включен такой вид спорта, как стрельба из лука. Состязание уже по сложившейся традиции проводится на территории Гума-Арашта, принадлежащей клубу лучников АФРХ. Организаторы соревнований рассказали главе государства о правилах традиционной стрельбы из лука. В этом году в состязаниях участвуют 8 команд со всех районов республики, в каждой из которых по 5 лучников. Все они учащиеся средних школ городов и районов Абхазии. Всего в мероприятии приняли участие 40 юных спортсменов. Некоторые дети уже 2-й и 3-й раз участвуют. Нравится детям, это и воспитывает, развивает детей. Ежегодно все лучше и лучше подготовленные дети приходят. Мы организовали уже несколько лет с Баталом Джопуа клуб лучников, и где мы сегодня будем проводить соревнования. Это площадка принадлежит этому клубу. Каждый желающий, у кого есть там свое оружие, свой лук, могут войти в этот клуб и всегда в любое время приходить и тренироваться. Почти все участники нынешней спартакиады серьезно занимаются данным видом спорта. К примеру, Даниил Квиквескири уже несколько лет соревнуется в стрельбе из лука и посвящает тренировкам все свободное время. Я взял в руки лук и стрелу, когда было мне 14 лет. Первый раз
Когда пробовал, попал один раз в десятку, и мне понравилось. Сегодня надеемся, что мы возьмем первое место, постараемся. Я уже участвую второй раз, в прошлом году тоже участвовал. Ну, всегда проходит все отлично. Мне очень нравится этот вид спорта. Мы надеемся на победу. Ну, как все, пусть победят лучшие. Перед началом состязаний всем спортсменам были разъяснены правила стрельбы из лука, и главное из них – это правила безопасности. С взведенным луком в сторону зрителей, в сторону рядом стоящего категорически не поворачиваться. Луки у вас одинаковой силы, приблизительно 16-17 килограмм. Стрелы одинакового веса в пределах 28-30 грамм. Мишени 5, каждый стреляет свою. При попадании в соседскую мишень не считается. Отстрелялись, передаете следующей команде свой лук, снимаете крагу и перчатку, передаете им. И после только этого с судьей вы идете к мишени и смотрите вместе с ним результат. Дистанция до мишени 14 метров. Команды по очереди подходят и демонстрируют свое владение луком. У каждого лучника по 7 попыток. После того, как участники команды отстрелялись, вместе с судьей они направляются к мишеням для записи результатов. По сумме набранных баллов самыми точными лучниками стали учащиеся из Сухумской команды. На втором месте команда Гудаутского района и бронзовая медаль Угулрыбшского района. Кубок победителям вручил президент, который наблюдал за ходом соревнований. Как подчеркнул Рауль Хаджимба, подобные состязания способствуют развитию и популяризации традиционного вида спорта стрельбы из лука. Арюза айслабрапа, абстазара, абзера ятуна, загирла абстатузго, спортный аларбив сам танцуется. Таким образом, стрельба из лука с каждым годом привлекает не только любителей традиционного вида спорта, но и молодых спортсменов. Саид Жарсаля, Ильдар Дамиров, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу преимущественно без осадков. Ночью возможен туман, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 26-31 градус. Температура морской воды плюс 22. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. На первом этаже дома